и отстоять свою точку зрения. Апснацаре бесчат политика министр Рапшигарала, психолог Шады Пхялан Баграт Шинкубихит Схуак Пебжарат Пи Ашкола Хыбраджи Мебган, Ахтныкалык Пи Школ Куражзойт Шазлаху Зайлат Бара, Уи Хымпадатны Рабхедзейта специалист Шахамтас Пехтыскуй Рахкана, Абхедзей Наргылана Айгва Гагригала Зарыц Хари Хахучква Атшираган Зейназ Гуахмар Кваран Галараза, Ихацату Яла Шавид. Агучаны Зараш, Ахам Хазеге. Аха, ари сара дудза, ари проблема, яйца хзепшую проблема, харахалы хзызбадзу мазахан, яха абхера рахти да специалистша. Ус специалистша шейбасардыр ргистахуб, напснат бехунткарад университет кнаус о психолог, абхегыл размо психолог чаруб дара Илана Нзури Бхагордуа. Наски клинический психолог, дефектолог Юлия Дубицкая. Убарт Харада Шабжиргу, эфиртуа информация, что эфир хорада, наказы убаса тагыла заща пахцархтахуб. Избан дараш еще знаргут ярбан методку, ярбан формаку. Шхы эфир хорада, еще шо абри асип шиху иодаю старахна. Хдула Джейнала Угаша психолог Чездерхета Лапчабат Хархагаква Архат практика Ханпир Пулох Тыскуерзат Гылит, а презентация разгын и Харага Губжанут Кураяца на Гуачара Чейзбанзеруямта Захучи Хатараща Кугылот Детуэй Тыхымья Бгаща Заипшрахоги, Яикуршот Гылазаща Хуала Яныпшуит. Зигир Хадараны Язгуарти Татача Разнейща, а Хучкуидары Рейма Дара Агурагара Рыбжатзара, Уянаюса Тыпхадан на Гылут Арцует Разнухоща Яша. Мы всему обучаемся. И вот задача нас, взрослых людей, обучить детей не только ориентироваться в жизни, научить их вести себя безопасным образом и в интернет-пространстве. Если до 9-летнего возраста можно так еще, знаете, более-менее быть спокойными, но при этом не терять бдительность, а вот уже с 10 лет там начинается уже подростковый, этот ребенок, он вступает в подростковый возраст. В этот период начинаются очень большие сложности, трудности, потому что физиологические изменения происходят, гормональные изменения, психологические изменения происходят. И этот возраст сложен не только для взрослых людей, он прежде всего самим детям очень сложно. До 18, мозг он не достиг уровня своего развития, поэтому часто действия и поступки детей-подростков, они эмоционально обусловлены. Они совершают что-то, и только потом, в лучшем случае, начинают это обдумывать. Поэтому нужно понимать, когда мы обвиняем детей и подростков в чем-то, это мы перекладываем свою ответственность на них. Поэтому наша задача, учитывая, зная и понимая особенности возрастные, психические, физиологические, помогать им становиться людьми, хорошими людьми. У них получается в этот период авторитет семьи, родителей, взрослых людей, он немножечко сдвигается на второй план, и самыми важными людьми становятся сверстники. Поэтому они стараются какие-то вещи скрывать, они стараются объединяться в какие-то группы, они, в общем, всячески пытаются отделиться, отстраниться от взрослых людей. В период полового созревания родителям стоит с большим вниманием отнестись к состоянию своего ребенка. Всегда необходимо внимательно относиться к ребенку, к его состоянию, к его поведению. Но в этот период, еще раз повторяюсь, необходима прям максимальная концентрация, но такое, знаете, не навязчивое отношение, а такой очень внимательный наблюдатель со стороны. И ни в коем случае нельзя недооценивать проблемы подростка, даже если они кажутся нам, взрослым людям, очень незначительными, очень пустяковыми. И мы часто что делаем? Обесцениваем. Да, это ерунда, это не стоит того, чтобы ты из-за этого нервничал, переживал. И это что делает? Отстраняет нас. Поэтому часто дети, подростки в этом возрасте говорят, что меня не понимают взрослые люди. Наша поддержка
дает им ощущение того, что они смогут справиться даже с, казалось бы, самой безвыходной ситуацией. Ҳамҭазтәи амобилтә хархәагақәа ахәыҷқәа зегьы иныҟәыргоит. Аҵклаԥшра бзиа аҭалатәуп уи ҳәа азырыԥхьаӡоит аԥсихологцәа. Ахымҩаԥгашьа ианыԥшуа азеиԥш проблемақәа змоу ахәыҷқәа аус рыцызуа аԥсихолог-дефектолог Юлия Дубицкаиа иазгәалҭеит зыԥсихика ҭышәантәалам ахәыҷқәа рхыԥхьаӡара ишазҳауа. Движение, работа с телом, она напрямую зависит от того, как развивается и работает наш мозг. Соответственно, если мозг современного ребенка развивается совсем по другим уже законам и стандартам и нормам, то и все остальные процессы жизненные, с которыми он сталкивается, они тоже протекают совершенно иначе. Когда мы говорим о кибербезопасности и о правилах использования сети, интернета и гаджетов, здесь происходит такой переломный достаточно момент. Двухлетнему ребенку, когда дают телефон для просмотра мультиков, для него это становится нормой. И в 2 года, и в 3 года, и в 4, и в 5 и так далее. И вплоть до того момента, пока он не станет подростком. То есть получается, с того момента, как ребенку вручили телефон, планшет и доступ к компьютеру, родитель ни на каком этапе не провел беседу о том, как этим пользоваться. Получается, мы даем своим детям важные вещи без инструкции какой-то элементарной, без алгоритма действия. То есть наши дети привыкают к этому как данности, но пользоваться этим они не умеют. Ни один родитель, находясь в здравом уме, не даст своему ребенку ключи от машины, не скажет «езжай», пока он не научится этим пользоваться. То есть мы должны были, прежде чем давать им эти инструменты, научить их этим пользоваться. Почему сейчас так стало это актуально? Потому что преступления и различные, так скажем, недобросовестные люди, они окружают нас не только в обычной жизни, но они могут точно так же нас поджидать и на просторах интернета. Об этом мы тоже не говорим. И наши дети, когда сталкиваются с чем-то, они полагаются только на свой достаточно маленький жизненный опыт. И раз мы уже начали говорить о мозге, о том вообще, как взаимосвязаны эти процессы, вкратце можно сказать, что подростковый возраст еще характеризуется тем, что лобные доли не до конца сформированы. А за что они отвечают? Они отвечают как раз за мышление, обдумывание действий, планирование действий. Арҵаҩцәа ирызцәырҵуа зҵаарақәа рҭиуан, иазгәарҭеит аҭаацәа рҟынтә аилибамгара шрызцәырҵуа, уи ишрылшо имырџьбаракәа аӡбара амҩақәа шазырыԥшаауа. Аҭаацәа рыхьӡала аԥхьара змаз Даҭо Хатхәа аҭагылазаашьа уадаҩ аӡбараҿы ихатә гәаанагара иҳәеит. Я наблюдаю, допустим, если взять лицей, она намного отличается от обычных школ, потому что там дети как раз-таки более свободны от этих гаджетов, у них более тесное общение с друзьями, с ребятами, с учителями. Над этим очень сильно работают и учителя, значит, лицей, директор и все, весь персонал, чтобы дети больше внимания уделяли как раз-таки друг другу, общению. Мое мнение такое: ребенку покупать гаджет для того, чтобы он отвлекался и не создавал проблемы дома и не было вопросов лишних, это очень большая ошибка. В перспективе наши дети будут деградировать, у нас не будет, у ребенка не будет своего мнения, если ему постоянно тыкать телефон. Я с большим сожалением скажу о том, что происходит ДТП, и вместо того, чтобы помочь человеку выйти с машины, оказать какую-то помощь, уже начали снимать на телефон. Просто стоят в стороне и снимают. Это все процесс воспитания наших детей. Хучка дара ашартара хутагу анё. Хучка ханапыра куршаны харахшыра адзазеп, чтобы си хазару мы. Аԥсны аҵареи абызшәатә политика аминистрра аԥхьаҟа иаҭахны иҟалозар иазгәанаҭоит араионқәа зегьы рҟны арҵаҩцәа алархәны аԥсихологиатә знеишьақәа ирызку семинарқәа рымҩаԥгара. Уи адагьы ихымԥадатәны ирыԥхьаӡоит аҭаацәа алархәны классцыԥхьаӡа аиԥыларақәа рымҩаԥгара. Аԥхьаҟа ари алшара рнаҭоит амашәыр иҭагылоу, ма зыԥсихика ҭышәантәалам ахәыҷы заа далкааны ацхыраара иҭара. Асҭанда Уҭарԥҳа, Саида Гәхаа, Абаса ТВ.